Күндүк арачыл бұйдағы бері бітігер Жокускөттен бұдай баға аспыт ұй аңатығар экспедиция бит туғынан алғы кәпсер бітін көңілі. Мачаттан бұдай бағалы 100 сөрбе километрден ағалар. Бұл манна балтыра 100 километр Мачаттан перевоз тендеревне адлы олақ кағыңы зимник. Көміс қостаучылар солларынан янна апы. Тоқпарты ұстын, үрәқтер ұстын, қаялары да баян перевоз тен деревне атиен тұрында. Достигла границы с Иркутской области, Республики Саха-Якутия от проекта «Пути великих свершений». Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Подъехали к переводу, спустились с горы, появились дома. Мы спускаемся, но видим тоже дома. Иркутская область. Саха-Серегастан область. Деревня Эфирге көрсөкөл. Я вот говорю якутоговорящая, да, а сама ничего не говорю по-якутски. Хочу сказать, вот, хахадяннор келлелер, onun onu кепсәтеләр да. Перевоз олықтақтары соғыдылар. Олғын баран сақа серінгітары ылығы олар болан анна. Бәбіт бір дөділ ақтар бұтып балылар. Сақалы кепсәтелер, тұспа диаспора бар. Көрсендер, өмесіна атастаған, ағатан сетен чөйбайды қатардылар. Олег Мәттәлі. Бәлін рахманда. Оны бұл түгінді. Атаманна то, рüyandan аллара түстәткіні чара еніріш бар. Бәс көртәйін. Манны ейбе көрбедім. Манна білеген бұл бөхөйлік сақатығына ақтиями білетейбет. Bir оска чуға хатақа сақат сылғылары мәтчей жығылара, онна тиен барын жону күті көрсейбетігер бастығы мұнияқ бұтын әлбақ сақалары көрінмет, сақалы хағаран кейрен барын мүтчілігі көрсейбет. Мана туғы білетейбет. Перевоз дейін бөхөйлік сайды бұта дейбет 19 сүйе орталықтан. Әлбақ кей олық сүйен кейрен бар бұд. Бұдай бұл, еле önce 1960 жылда хан бастан калкымыз көстүдеттен улаханны биллер болан бар бұта. Манна балар гылы Аллах Америка күддік, Золотая лихорадка, Жек Лондон кепсердің күдді улахан көміс лихорадкалар болан туралар. Манна Россия дүттен бартытты, алмық сөддереттен күтті тие әлбәқ екелен көміс суайтыр білен туралар. Onun архитектуратын көрдіғі әме ұраты. Осынан бұл Бодойбор районун бұл беге регион архитектура тұтуылдаққа майгынна халар әлбәқ. Оларын болған перевоз тұтулары олағатын болары бет, онтуғатын бір иченде кәлін өретен көрбеп бет. Перевозға хүрбәе сылларға английская консисторияден желерін тұтаттағыттар. Ол желері қалан. Хин үтігіндері хатағыттар кәтан баран білден тұрар олақ атын тұтулақтар. Девичья фамилия у меня Миронова. Отец мой по национальности якут. Миронов Михаил Иннокентьевич. А мама Ивенкийка. Была, к сожалению, они умерли давно. Вот. Ну, я замуж вышла за украинца, поэтому у меня фамилия Маслянка Любовь Михайловна. Родилась и живу здесь. Уезжала только на учебу, потом вернулась
И вот с тех пор живу здесь. Ну, уже больше 20 лет я заведую досуговым центром в поселке Перевоз, в нашем поселке, и руковожу этнокультурным центром. У нас называется Сардаана с 2 «а». Это в основном он у нас как бы эвенкийский. Но мы здесь, в нашем поселении на Перевозе, 2 народа объединены генетически, потому что у нас у всех мамы эвенкийки, а отцы якуты. К сожалению, мы не говорим на своем родном эвенкийском языке, только сейчас изучаем. Изучаем в какой группе? Группу, которую создала Наталья Ушницкая с Якутии, из Якутска. Она создала группу «Я изучаю эвенкийский язык». И вот мы в этой группе изучаем эвенкийский язык. Потихоньку, помаленьку. А так мы якутоговорящие эвенки. Хотя наши эвенки, когда я встречаюсь, они говорят, не надо так говорить. Но мы говорим, что в нас ген 2 народов. Поэтому мы говорим по-якутски. Онноттон бу комолхо эти Перевоз аттанагы билискалар аттыра урукку турбут артылар ләбисәддерне аттырын көрдөх барыта сакалы аттах балыктах сордоңнох итеннагында аттыр бара тураллар. Все мои предки жили здесь, охотились, рыбачили, занимались оленеводством. Ну, к сожалению, современный мир уже таков, что оленеводство уже впадает уже в такое уныние состояние наше оленеводческое. Также являюсь председателем общины кочевой эвенкийской. Называется она у нас Тайга. Находится она тут недалеко, где-то километров 70, наверное, от поселка. Наш поселок объединяет людей разных национальностей. Мы тут недавно посчитали 78 национальностей. Поселок наш уже отметил свое столетие. Поселок, можно сказать, древний. Люди, к сожалению, уезжают, потому что как бы работа такая сезонная у нас у мужчин, артели старательские. Ну, а женщины работают в бюджетной сфере в основном. У нас большая хорошая школа, но детей мало у нас. Население у нас самого населения мало. Жители уезжают. Ну, примерно, наверное, у нас сейчас где-то 500-600 человек, фактически проживающих в нашем поселении. Молодые семьи у нас есть даже. Рожают детей у нас в поселении. Как бы надежда есть еще, что будем жить. Развиваться навряд ли, но жить будем. У нас 2 ансамбля. 1 детский ансамбль, танцевальный, хореографический, и 1 молодежный. И мы, самое старшее поколение настроя, мы фольклорный ансамбль «Олгуни». Рассказываем былины, сказы на якутском, на эвенкийском языке. Мы единственный центр в районе, поэтому только мы этим занимаемся. Выезжаем и представляем свой Бадабинский район как северный народ, коренной, малочисленный. Еще хочу похвастаться тем, что вот уже у нас 9-й год работает при нашем этнокультурном центре лагерь оздоровительный летний. Сначала мы его создавали как летний оздоровительный лагерь только для детей коренных народов, потому что в основном наши представители наших народов не могут выехать, свозить куда-то детей на море, в связи с тем, что большинство из них являются безработными. Ну а после 3-летнего, наверное, существования мы решили, что наши дети все ходят в одну школу, в один детский сад, бегают по одной улице, поэтому мы принимаем сейчас детей всех жителей нашего поселка. И они ждут всегда, когда же откроется. Вот уже сейчас зима, вот мы новогодние елки проводим, утренники, они уже спрашивают, когда же лагерь, когда вы будете записывать нас в лагерь. Вот. Громко, конечно, сказано, но вот сегодняшняя наша встреча, беседа, как-то, не знаю, у меня мысли появились. Пусть будет у нас дорожка, тропинка к великим свершениям. Мы что-то тоже сделаем, какой-то проект. Это я прямо хахаларга, прямо вот так вот
обещаю, что мы обязательно сделаем такой. Типа такого же вашего проекта, и с вашего позволения, конечно, да, по своей территории, по своим стойбищам, где жили наши предки. Потому что уже забыли, давно уже не живут, заросли тропы, да, дымокуры уже давно не дымокурятся на стойбищах. Поэтому я думаю, мы назовем, как может быть, тропинка, может что-то. И будем ездить туда, возить детей. Вот, наверное, вот даже на уровне своего лагеря повезу детей своих вот на стойбище, на брошенные дедовские родовые стойбища, чтобы дети знали, откуда они пришли в жизнь. Быйыл улуу кыйы ауған сылын чәрчетінен бейес педициябет хырдыбыт сирдерігер памятниктарға себеп көрді. Бұл памятниктарға өдді қалбақ ақылы фамилиялар, қолыр тымыраптар ден оны датын фамилиялар көстелдер. Оныттан бұлырғы биреме хелин яғанағы биреме болан өдді әлбақ еме қатыската хуақ қаямыға бұхар кейен бұхар бат. Бодойбо көміге қараманны гіттен сақайрын күтті ұқса хебәстәғады. Бастығы көміс қомолға дейін мачаттын, сүйістерден чебересілі селттен, көстен, олантан, сайдан бұл ұлахан қорат болан тұрар. Бастан түйінші 965 сылттан бөхөлік, онына нәліңе бұн бұйтынан білден баран түйінші 900 сылттан қорат бұйтынан бодойбо қорат күмбегін ерділі үләлер. Бодойбо серегер түйіншінің туынна кыһыл көмүс костадан турар. Бу билеген даганы бодайбы бирискелеригер хылгы сүрбетчили туонна кыһыл көмүс костанарын туунан агас бу бечакка хорулдар. Мы сейчас с вами отправляемся к памятному месту. Что это значит? Это небольшой камень, но он является у нас памятным местом, потому что именно с этого места, предположительно, и начинался первый отвод, и примерно на том месте была построена самая первая избушка. Благодаря казаку Ивану Новицкому, который отправился с дальней тайги узнать, есть ли золото в устье реки Бодойбо, вышли они на Витим, и был застолблен первый отвод, который носил название Стефано-Афанасьевский. Вот, сейчас изначально эта улица, где находится этот отвод, называлась Сибиряковская в честь основателя нашего города. Камень этот был установлен в 2003 году. Вот. И вот на этой территории в дальнейшем уже стояла усадьба Сибиряковых, самая большая, самая нарядная, с резными ставнями усадьба. Потом уже одну часть, после революции в 30-х годах на этом месте была золотосплавочная лаборатория. Вот. И до революции она была, а вот в 30-х годах ее как раз-таки, когда уже советский народ приступил к своей работе, до революции велись грамотно журналы, то есть записывались, кто сколько сдавал золото, им возвращали это золото в слиточках, а потом уже ОГПУ воспользовались этими журналами, и много золота, говорят, и было изъято у жильцов бодойбинцев, вот, которое хранилось. Архива нет. Да. Город наш достаточно небольшой. Вот. Изначально я тоже упоминала о том, что все-таки не планировалось здесь, чтобы жили люди. Здесь должна была находиться перевалочная база, грубо говоря. Вот. Но тем не менее,
люди стали приезжать, и появился наш город Бодайбо. Изначально резиденция, затем город Бодайбо. А название улицы у нас появилось только в 1911 году. В 1903 нам присвоили статус, а первые улицы у нас появились в 1911 году. Изначально улицы носили название, конечно же, купцов иркутских. У нас была и Сибирякова улица, я уже говорила, Патушинская. У нас назывались улицы, имели названия, которые были приравнены к местности, где они находились. Например, Набережная или, наоборот, Нагорная, вот, которые сейчас, кстати, тоже имеют такие названия. Второе и даже третье название улицы, конечно, уже у улиц появились имена после революции. Вот, потом уже большая часть, как и везде, я думаю, во всех городах, улицы называются по большей части в честь революционеров. Он это Бодайбо андай дүднен беллебите ден бу 1912 жыллаха рабочайдар забастовкалары ытылаганнан беллебите инне сүйсәттуынча кихи өлен турар. Лена тағы ытылахан Ленский расстрел ден болбут сирегер кален турабыт, онна көрін күрдік өйдөбіннік турар. Бу өйдөбіннік ұтчолор пастыға өйдөбіннік тігінші 919 саллақа турбута хаңырдылан, улардылан білген федеральный солталақ өйдөбіннік болан турар. Қассалайы мұстырғын сәтті көнігер общественниктар, оғылор, карайбеттар, мұстандар манна сыллата, митинг, тылатиите, билитеһен күнүн ооран каллибитти ден этеллерин. Ол ленатагы ытылахан келен сүрдө олохан анду дүннен даны тахаран революция боларгар бир төрөт болбута ден бу Владимир Ильич Ленин эпитталлара аллара хоруллат тураллар. Анан сака сириндаганы бу ытылахан хүрдө олохан гаймабыта, оны келингелли актыллыбыт онун жонайдар бутун биришинете ден дөсө. Бурдактар келен болуллан эпика табдыллатактары болар. Оны улуктоок рабочайдар көмес костойчулар, ситихатан барандар кайбаккалар, әлбәккә хематтан баран, ол киндер барбыт местелерге Корей, Кытай, омукул хеттер калан сол бияндар манна омукал бәһәдәгә тидәдән әтәлләр. Бодайбо қараманна гыттан бу техническая сайды, онна прогресс кине болан бар буда. 1965 сыллақтан ағалан Бодайбоға темир суол ки үлә килбеде. Анбастакы телефон станцияда электричество, анбастакы автомашина кален бар болбуттыра үйе саңатыр билдәлләр. Ну, вообще, если честно, то бытует такое мнение. Вообще-то в этой части города и вот ЦРМ здесь недалеко, мастерские, здесь было и депо, здесь и был вокзал так называемый, здесь и были дома. И, кстати, садик Брусничку тоже строили благодаря железной дороге. Вот, то есть работники. Здесь они и жили. И вот по одной из версий, что когда в 67-м дорогу разбирали, а он был же рабочим паровозом, с 51 года он работал. И просто рельсы перед ним и за ним убрали. Да. Нет, но потом-то уже его на постамент, уже когда было принято решение, что нужно делать памятник, то его переставили. Вот это как раз-таки наш мемориал. Мемориал вообще было предложено 3 места. Вот. Одно из которых было на берегу Витима. Оно и было принято, но решили его, это решение изменить, и это называется часть города Сосновая Горка. Выше сосны растут, и поэтому решили именно здесь поставить памятник. Был 1973 год, была заложена пластина, и вот на которой было написано, что в дальнейшем здесь будет находиться памятник. Вот. В 1973-м его уже открыли, этот памятник, 8 сентября 1973 года. Евгений Юрьевич у нас в отпуске, возглавляет у нас сейчас нашу администрацию, Исраил Игорь Анатольевич исполняет обязанности. В Новый год принято ходить в гости. Я с чего хочу начать? И вот у нас гости. Давайте им поаплодируем.
Очень рад, что сегодня нас посетили наши северные соседи, наши гости дорогие. Очень приятно, что поделились опытом, своим творчеством, своей деятельностью в плане изучения истории своей малой родины и истории целого нашего края, Восточной Сибири, Северной Сибири, Дальнего Востока. Очень приятно видеть, что люди с таким большим стажем не теряют свое рвение с годами, а наоборот только его усиливают, стремятся к каким-то новым достижениям, передают опыт нам, младшим поколениям, делятся своим упорством, заражают нас своим энтузиазмом, чтобы мы присоединялись к движению и продолжали трудиться как наши старшие товарищи, наши учителя, наши наставники. Олкуду будай бо Верещагин атна музейгер сырт дян өддәх бай музейі, онна әлбәг историяны көддірір музейі көрдібіт. Наш музей имя носит Владимира Федоровича Верещагина, потому что Верещагин является основателем нашего музея. Всю свою жизнь Владимир Федорович собирал по крупицам экспонаты, и создание музея было его мечтой. Выйдя на пенсию, он занялся вплотную организацией нашего музея. Музей был открыт в 1980 году, и уже вот нынче, в этом году, мы будем праздновать 45 лет нашему музею. Музей имеет достаточно богатую историю, очень много экспонатов, которые ежегодно пополняются благодаря людям, неравнодушным к истории нашего края. Пополнение экспонатов происходит в основном за счет дарителей. И сейчас фонды музея насчитывают около 19 тысяч экспонатов. В музее у нас 6 залов. Основная экспозиция размещена в 5 залах, которые большей частью посвящены истории развития нашего района. То есть это история образования приисков, история золотодобычи и в дальнейшем, период становления советской власти, промышленный зал, военный зал и зал природы. Также, имеется у нас выставочный зал, в которых организуются временные выставки. Билен тур болой боройону укку сака сирге кире болла. Онна өссө эбитин сака хириттен олок тутулдан олордоги. Оларын оны кепсир материаллара суак. Бихи багана ватен кенерге тиреttibit каттыхаммат экспозиция тарихайын выставканы орукайын сака сирен выставкаларын болой багалык болса, болой ба выставкаларын сака сирге калдык болса, онны хөбөлестилер, онун итинне кепсетеммит билеген сүбөлөһөммит билеген онно үлелер буланнакпыт. Бихи билеген Ахтанахарут Семен Петрович Барашковы, Алексей Елисеевич Кулаковскайы, оларын боллағанна өссі бұ бодой бұғы әргеммет, барбыт, кәлбет, үліләбет, чонлар, аттары дөсі үйретілдіқтерін тұрдығаден қанығымыд. Манна Кулаковскай, манна Барашковка тоқту боллаққа 1991 сыллаққа Алексей Елисеевич Кулаковскай жотын катары онна бодой бұғы тиен олық сөй бұтаден білебет. Ол кәміне Семен Петрович Барашков онно үлілігін жер кәмегер білсеғендер, онтон иккен төнні кәлән қачықат нәхелегер, илі қарғас ұлығығар. Ты қағайстығытын бір ұраты сайдығылақ қағайстығытын тәрерге сананалар. Манна дүсі бұл Семен Петрович Барашков тұғынан жарықтаныр әбет-әбет бейбілер бетіне кенен жарықтанмыд тұту материалын тағыннан. Оларын болғанда тенде дүсі өретейік бұдыннады, бұдойба орой қоратын музейе әтерінен архивка Барашков тұтығынан, Кулаковскай тұтығынан бір документ суықтен әтелдір. Ол олыс қомылтылақ. Алексей Елисеевич Кулаковскай бір сыл кәріңе бұдойбаға олырын баран, онтон Семен Петрович Барашковтың түнінен кәлен бұл ұлақан сұруюларын онтон ол кәнінен түнінен кәлет құры бұдын білетебет. Музейге Вера Дмитриевна Давыдова документтарын көрдірділер, олегер, учетный грамоталара, кәне қартысқалара, бұл библиотекаға дағаны, онына бұл музейге дағаны әме қаралла сұталдары өрдіған кейіні өрдір. Ну ясно. Ну вот, Вера Дмитриевна, вот привели гостей к тебе. Да, Вера Дмитриевна. Да, привели гостей. Вера Дмитриевна умерла в сентябре 1977 года. Могила вот с тех времен. А в 2011 году был установлен памятник ей. Кто памятник установил, Надежда Григорьевна? Мы.
сами заказывали. А мы приезжали первый раз, памятника, конечно, не было, здесь старая тумбочка стояла. Заказывали в Иркутске я специально, но я ездила на семинар и заодно по этому поводу памятник. Потом его сюда доставили, и вот таким вот образом. Но Аросина Петра Ивановича мы не нашли его. Мы искали, где он работал, он в Кообзверопромхозе работал одно время. Искали тех людей, и никто не знает. Ну а точно он похоронен на Бодайбинском кладбище? Точно. Да Он умер в 1954 году. Да ты что? От туберкулез легких. И она сама, интересно, тоже с ним приехала? Нет, вначале он, вначале потом он. Она с девочкой, Да ты дочкой, что? да. Дочка, Валерия, Она дочка. где-то умерла на Большом Она Кузнеце, в Иркутске А она сколько она умерла. в Бодайбо, Надежда Григорьевна, С прожила? 37-го года. С 37-го. Да. С 37-го, это практически 40 лет она прожила Да. в Бодайбо. Ничего С себе. 37-го года, да. Ничего себе наша писательница. Но мы жили по соседству в одном подъезде. Прямо это мы в 73-м году переехали вот в новый дом. И она с нами 3 года, 4 там прожила в этом доме. Вот. Сказочница. Сказочница. Она прям вот сказки нам рассказывала. Тихо так, не спеша. Русский прекрасно знала. Переходила немножко на свой, видимо, национальный язык. Иногда так вот улыбалась нам все. Ну а когда уже я в культуру пришла, вот узнала, что назвали библиотеку вот в честь... Бодайбо горакка о библиотеката саха сурьячита Вера Дмитриевна Давыдова атын чугар. Бодайболор Давыдова Вера Дмитриевна Аддаган вастылдарын, өйдүлдөрүн, оны тыктылдарын көддөрөннөр о библиотеката кинатын кептербиттер. Очень одухотворенные, благородные лица. Недаром Веру Дмитриевну впоследствии называли не иначе, как якутская леди. Учитель, первая якутская писательница, автор учебников, член переводческой комиссии, библиотекарь. И везде труд с высокой степенью отдачи. Она жила так, что даже спустя очень много лет люди вспоминают ее с теплом и благодарностью. Когда мы прибыли в Бодайбо, пообщались с местными жителями, надо сказать, что очень многие алехминчане с того же села Мача, Чапаева, Алехминска, в разные периоды времени перебирались в Бодайбо и там уже останавливались, создавали свои семьи. И можно сказать, что эта связь продолжается. И мы приехали туда, увидели своих местных алехминчан, познакомились, вспомнили. И надеюсь, что вот такого рода мероприятия, проекты, они наши регионы сближают. Значит, мой прадед Дионисий Васильевич Булатов был начальник почтово-телеграфной конторы в Алёкминске с 1896 года по 1908 год, а потом был переведен сюда начальником почтово-телеграфной. Мой прапрадед был почмейстером в селе Витим. Моя бабушка закончила Якутское педагогическое училище, или как гимназия. Она преподаватель начальных классов. Булатов Дионисий Васильевич родился в Алёкминске 8 августа 1905 года. Он доктор наук, работал с Королевым по изучению ионосферы, защитил диссертацию без защиты, их присудили просто. Это вот как-то так. Мы общаемся. Вот книгу, когда издавал последнюю, значит, в крайние, там, будем говорить так, Ленские прииски, период 17 до 20 годы. Никифоров работали с Ириной Иннокентьевной. То есть она мне помогала материалы какие-то подобрать. У нее должна быть книга, наша книга в музее. Вот как-то так. В общем, в 1850 году, в общем, отец моего деда, они собираются, когда они грамоту получают, они еще молодыми шли сюда. Это, в общем, КВЖД не было тогда. И, в общем, скот все и до Мачи они перегоняли это все, 2 года шли. Но в первую очередь 400 человек, они за 2 месяца дошли до Мачи и начали строительство жилых помещений, всего, чтобы поселение, чтобы пришли, чтобы уже было место. В общем, там не рассказывали, там есть солянка. На солянке была поставлена мельница ими, чтобы молоть. Потом у деда
были пароходы, 2 парохода и 20 лодок 20-тонных. С Усть-Кута они возили очень продовольствие, и муку мололи на мельнице уже свои. А второй брат начал золото, розыски золота. В общем, где артель «Витим» стоит, по Малому Патому находится ключ Шишляниковский. Это они начали эту разработку. Здесь вот у нас напротив Бодайбо впадает речка Бесяга. Раньше она немножко не так называлась, ну, трансформировалось название. Примерно в 13-14 километрах от устья есть захоронение с каменным надгробием. Мне его показал лет 20 назад знакомый охотник. Как бы я считаю, что там похоронена православная якутка, захоронение 901 года. Само надгробие, оно такое нетипичное, ну, как бы полукустарным способом изготовлено. Им заинтересовался археолог, который у нас здесь много лет работал, Инешин Евгений Матвеевич из Иркутского политехнического университета. Я его туда водил, вот он сказал, что это изготовлено из ленского песчаника. В 19 веке там проходила вьючная тропа Венкийская на юг из Бодайбо и в долину Муй и далее туда, на юг. Об этом еще Кропоткин указывает в отчете о своей экспедиции. Я просто прочитаю вам то, что мне удалось разобрать, ну и передам вот этот листок. Здесь есть информация с моими данными. Если вдруг кого-то заинтересует, может быть, даже там какие-то дальние родственники отыщутся и захотят что-то узнать, здесь есть мои данные. Сейчас я прочитаю. Я пытался выйти на вот этот Маджигарский наслег тогда, но, в общем, ответа не получил. Ну, может, это и не интересно никому. А может, и не дошла информация. Значит, надпись здесь: «Под сим камнем покоится прах раба Божия, тело и народка первого маджигарского наслега Марфы Павловой Никодимовой, умершего от роду 23 лет 901 года 25 октября месяца». Ну, то есть вот так там написано. Она был Иркутской, он Сахарин Кардагар Тоспа Анал федеральный сол бар болоқтақ. Она Бодайбода екке үшіге сол ананна қаңыраққа хөп, тоғы деді қаңы білейін дағаны промышленный тәреттелер хүлдәғын үшіге байтық өлерейділер. Аны Бодайболарын бәлері бейқайдары сыйғандары үшіге бейқайдары білге олар бұппыт. Сақайры кәттен жоқ бүтін бара бүттетшілер еме балдар. Механа бұл федеральный сол анық бар болуынады. Әппетен күрдік Иркутской жам тракторын беге өмей вере тектақ бет. Тенне Анатолий Анатольевич Добрянцев үддәқіл бәқілені ұйтын тұрардақ. Беғану салғы тектақ бет. Илдархан 5 сыллағы бұл жанр культураларын қыллара ден білдерін тұрар. До 1899 года ленские прииски входили в состав Якутской области. Так что надо, наверное, обратно возвращаться. Нет, возвращаться туда. Там-то, они там-то люди лучше живут. Если у нас население-то, у них население не сокращается, а у нас в 2 раза сократилось. Значит, я понимаю, так, у них-то компенсирует проезд, а у нас нет. А в Якутии лучше жить. Бодайбаларга оны тағынан бұл таксимо уанна Бодайбак кардына 200 километрдәк суулуңру маппуруға үрдәк улаханлык тұрырырлар оны тұрасыры биттер. Битим үріс бұл бетерәт түгер бар болан саас көхін әме паромнан жаллары бит оланна ме мостаты тұтын маппуруғын әме халайы күскі тұрыралар әбет. Ну вот могучие ребята, на самом деле переплыть очень сложно. Плавают смельчаки только. Витим очень суровый. В верховьях Витима, вот там вверху, выше далеко, где заповедник, по нему уже можно до заповедника дойти нашего Витимского. Там есть пороги, на которых погиб не один десяток экспедиций. Представляете? Люди едут, сплавляются и думают, вот так каждый раз летают у нас самолеты. Все над городом. По времени, и мы в Иркутске. 2:20.
2,20. Стоит от 20 тысяч и выше билет. В зависимости от того, когда ты покупаешь. Субсидируется, но совсем плохо. И вот там есть дорога в Таксиму, мы уезжаем в Бурятию через лес. Больше 8 часов. Через реку? Через реку обязательно. Обязательно. А вот так в период, когда у нас вот этот ледостав, ледокол, вот этот, стоим голодные, холодные, ждем только на самолеты, молимся, что привезли. Да. Сколько до Таксима? 200, да, 220. Поменьше, чем до перевоза. До перевоза 320, а туда 220. Мы вот так всегда считаем. Куракка промышленная база. Уруккаттыттан бар болан бу Лен Ремден Лухан завод барабит киндер холовор Дальний Востокка соғатық. Марганцевет төбеле экскаватордар қахалағыларын бургой станоктар төбелерін кутар производстволақтар ебет. Оны таханын уруккуте деполар соттырыгары ме заводтар. Онна кемге қостуры бурдуанин ремоннур заводтар бағаларын көрдеділер. Ол көрдік ете баспыт заллаққа қосқа көракқа баран кәлбет бетінен үш передача таққан тұрар. Онан бұл дағыны бұдай баваран кәлбет бетінен әме қаста передача тақсыден әріне бит етен әті сақа эмиграциядан тұғынан бұманнағы бейбіт сурьячылар бұтын, веритер жонлар бұтын, историктар бұты күтті көпсет әме тұғынан передачаларын ғырбыт кейден бағаны алақ бұт. Çolban Hurnal редакцияда аламта турана фатынан бастық редактор беремейтін ұлықтан тұттар бұда бәйіз сыла. Оныттан бұғылтан бейгіні күтті даттапты дұртәрілді партнер бұғытынан үлесті бұғылға 2 лауреаты тұттара бұд. Поэзияға, прозаға. Оныттан Çolban Hurnalға сыл түмігінен автордарын бәлекер үйеттер түгенлер әме сол талақтар, беретінен автордар бүтін сыналаған, еккешетінен сұрыналы солтатын үрдетер, жоңы әргеға, офистуаға әме мандық беремелер бағылара улаққан сол талақ. Аламка Сафронов атынан бастықы редактор білеметін бұйылғы партнерынан Сурьячы bir дойдулаға таңты ұлығын жоқсоған елегеттен түріпті Россия учеттақ солы тұтарчыта Сахар Республикатын транспортын үтөлі құлеті Иван Иванович Бачолин сылайчыла тағты автодор акциялар общества болғытын егітнерелік. Осайдан бұл тағты автодор тәріттемі бұғылда әйгеға Тәйбек барынан әлбақ қыладығылдыра хатығыз, тағды ұлуға сақа олонқадуын литературатын, онын интеллигенциядың көміз бейге болар. Оған бары литература, оны сөйді жолы памфлеттары, моғыл ұраға болуын, Шөкемдағы музей сақа тылын фобиен чинчиян арсаға ұлыбыр болар тұлжеті омықпыз академик Эдуард Карлыш Пекарскай балағын реставрацияда болдым, 19 üyeler sette öğütten parta varne restavrasyada Ügüs исторической клинике болдым. Иван Иванович Салаватовтан бейетелі тәуіт барадығар көмірға сәтті. Çolban Hurnal Alamka Safronov атынан бастық редактор білеметін прозаға лауреаты. Сахар Сахаринин Наталья Константиновна Рязанская, Анна Лумун, Анна Климова. Bilemetin poeziya laureatından doğrular. Ангелина Николаевна Кадрилова Соханы, Оюнская улита поэматын уана выдырды артык кырджағас күлепті ғанын оббуй тегадарден. Тегаддан қанға уамалайын Россия
нөкөрдөккө бу кас бидди улакан литературный журналлар бары биремелектер. Оноттон бияка бу Алампа Пронаватынан чолбан журнал бастыгы редакторын биремете болуктунан туттарлар болбута биреттинен ол үгеһи салгыш сайыннарар кайсканан болар. Оноттон Алампа Пронав аттаныргар бу биремие биреттинен эме улакан терак болар. Оноттон бу мен редакциям, редколлегиям, оноттон тириен тахары телбет сага бесет аттан автодор терилте коллективигар, халаястыгар Ибай Бановска баркамакта бул.